Всем привет! Я с детьми нахожусь в Самаре, сейчас они спят. Сегодня понедельник, 12 декабря, и вечером мы отправляемся домой, в Бишкек, на поезде, который относится к кыргызским железным дорогам, и нам он очень нравится. Хочу показать вам кусочек нашей жизни в дороге. Это наш первый ролик, строго не судите и присоединяйтесь к нашим путешествиям. Сейчас мы едем в Самару по делам, забрать кое-какие документы. Мы выехали вчера в среду в 12:44 по местному времени. Приедем в пятницу, завтра, на вокзал. В 19:14 у нас прибытие. 2,5 дня в пути. У нас последний вагон. Очень тепло, чисто и уютно. Хочу показать вам, как мы устроились в наши места. Вот одно нижнее у Елизаветы, у Никиты, а у меня наверху. Сейчас мы едем по Казахстану, на улице -16 где-то, а вон там вот лошадки, часто попадаются коровы. Сейчас покажу вам туалет. Здесь вот вчера ехали вечером ребята. В Казахстане они вышли. Мешок для мусора и туалет. Здесь можно открыть окошко и полюбоваться просторами, но не получится, потому что очень холодно. В этом вагоне работает розетка. Видите вот эту баночку? Она нужна для телефона. Но мы заряжаем планшет, повесили его в пакете, чтобы он не упал. Вообще в этих поездах работающие розетки — это роскошь. И для нас это очень приятный бонус. Пойдемте покажу вам соседний вагон, там купе. Купе теплее, чем в плацкарте. И даже розетка работает. Замечательно. А в теплое время, в летнее время, здесь наоборот душно. В плацкарте попрохладнее. Но сегодня ночью мы замерзли и грелись в купе здесь. Дедушка Мороз рисует. Потом вот этот уголь забрасывают вот сюда в печку и таким образом протапливают весь вагон. Тяжелый труд у проводников. Но здесь печь еще в очень хорошем состоянии. Дедушка Мороз нарисовал узоры на окне. У нас остановка 5 минут. Джусалы.
И Никите в школе дали задание прописать цифры и буквы. Вот старается сидеть. Да, Никита, ты стараешься? Сейчас. Понятно все. Сейчас я Торговля в ожидании поездов. Все ждут, когда приедет поезд. И вот как вот так целый день стоять на морозе, я даже не представляю. То есть они греются, да, девчонки, девушки, женщины там в домиках, и потом на работу, да? У них тепло, они где, когда поезд проезжает, поработают. Ну когда поезд приезжает, они выходят, да? Но все равно тяжелая работа. Вот так попробуй постоять целый день. Даже если ты туда-сюда ходишь, вот ходит человек, да? Все равно холодно. Легкой жизни нет нигде. Ну, это да. Поезд объявили, что отъезжаем, да, и можно уже больше и не торговать. Одеялком закрыла прилавок, и все. Время 5:30, еду, любуюсь видами из окна поезда. Мне удалось немного поспать. Это надо делать обязательно, потому что в 4 утра будет казахская таможня, стоять 2 часа, потом российская таможня. И уже завтра вечером мы будем в Самаре. Нет. Скажи, да. Это ничего. Вагона ресторана здесь нет, зато можно у проводника заказать такую вот вкуснятину. Утром у нас был плов, сейчас макароны с картошкой, с морковкой. Вот такая порция стоит 200 рублей. Время 4 утра. В поезде очень холодно. Хоть шапки одевай. Народ ругается на проводников. А вагон-то старый, не выдерживает такие морозы. Лизка проснулась. Скоро таможня, Лиза, да. Да, вот такое вот доброе утро. Почти 6 утра. Подъезжаем к границе с Казахстаном. Потом граница с Россией. Ждем, когда придет паспортный контроль, да, Лиз? Там сейчас собака будет проходить. Собака. Да, мы знаем уже, да. Там они...
Ну вот все, заехали на территорию России, прошли контроль. Вот наши паспорта. Сегодня минус 26. Вон какой морозный рассвет. Нас любезно пригласили в купе позавтракать. Мы заказали кашку. Порция 200 рублей стоит. Тут тепло, хорошо. Вон какое зарево, красиво. Кушайте, кушайте, пока кашка горячая. Лиза, вкусно? Хорошо. Мне никто не верит, что в старых вагонах проблемы какие-то. Я просто потом покажу. Уголь снимать только. Да, уголь, хорошо. Не, вас не видно будет, только уголь. Станция Бузулук. Местное время 16 часов 48 минут. И это последняя станция, где мы будем стоять 20 минут. Вот наше окошко. Коко. Да. Мы едем в последнем вагоне, а это вагон для багажа. Народ вышел подышать немножко. Но уже не так морозно, как было утром. Немного потеплело. Никита, ты собрался? Да. Да? Хорошо. Лиза, а ты собралась? Когда мы выходим? Меньше 10 минут. Меньше 10 минут? Приятные хлопоты. 2,5 часа в пути, и мы почти на месте. Moving southward, arrive on track 8, carriage number in the start of the Hamilton train. Thank you for your attention. Уважаемые пассажиры, противопожарная служба вокзала обращает ваше внимание на соблюдение мер пожарной безопасности в здании вокзала невозможно. Пассажирских следах. В целях вашей безопасности и безопасности В общем, мы только приехали в Самару, пришли на вокзал, потому что у меня билеты обратно в Бишкек куплены на понедельник, но получилось так, что есть возможность ехать в субботу. Хочу попробовать их поменять, но мне кажется, что вряд ли мне пойдут навстречу, потому что в Бишкеке в кассе железнодорожного вокзала я расплачивалась за них самами. Здесь рубли, и у меня так называемые билеты разрывные. То есть от станции до станции это сделано для того, чтобы сэкономить. Я думаю, что вряд ли местные кассиры так могут сделать. Ну, посмотрим. Мы здесь уже не первый раз. Вон, елку поставили. Здесь есть одна очень классная пекарня, где продаются очень вкусные лепешки. Вон там, вон она с краешку. Она уже закрыта. Когда мы едем обратно в Бишкек, мы все время там покупаем вкусные пироги и чай.
Лиза и Никита сидели в поезде 2,5 дня, очень устали, сходят с ума на вокзале. В общем, нет, отказали мне в обмене. Можно было предположить, что так и будет, но попытка не пытка. Так что мы в Самаре до понедельника. В понедельник едем обратно в Бишкек. Домой возвращаемся. Сейчас идем в магазин.